Любую, даже самую благую, правильную идею можно превратить в фарс, в театр абсурда, если извратить ее суть. И вот вам наглядный пример. Камеры фото-видеофиксации на дорогах России. Отличная, великолепная идея, которую, к слову, мы позаимствовали у наших западных друзей, в общем и целом себя оправдала в большинстве регионов России. Среди наиболее удачных примеров эффективной работы таких приборов и камер Москва, Санкт-Петербург, ну и, конечно, Татарстан, Казань. Впрочем, ложку дегтя добавили несколько городов и регионов страны, к работе которых в этом аспекте есть вопросы. Автомобилисты там заявляют о случаях фальсификации данных с камер фото-видеофиксации. Как итог, Генеральная прокуратура инициировала проверки законности установления дорожных камер во всех регионах и городах страны. Помогают им в этих проверках представители Федерации автовладельцев России. И, кстати, эти инспекции уже дали определенный результат. Выявлены случаи, когда камеры были установлены на бетонных блоках вместо треноги или вообще на земле. Но наибольшие опасения вызывает то, что в ряде регионов выявлены факты, когда были установлены частные камеры, владельцы которых получали с каждого штрафа фиксированную премию. Вот уж воистину прекрасный заработок. Понятное дело, в этом случае обесценивается сама идея профилактики нарушений правил дорожного движения. В Татарстане, где, по данным интернет-газеты «Реальное время», установлено более трети всех камер в Приволжском федеральном округе, проверки каких-либо нарушений не выявили. У нас все камеры установлены по правилам, а средства от штрафов направляются в государственную казну. А главное, итог работы таких камер – реальное снижение аварийности и смертности на дорогах.